Женщина считается основой семьи и общества. Всевышний Аллах возложил на нее важные обязанности и гарантировал ей права. В Чеченской Республике в дань уважения женщинам ежегодно отмечается праздник День чеченской женщины. Он был утвержден главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в 2009 году. Глава Чеченской Республики заявил, это дань уважения чеченским женщинам, которые во все времена на своих плечах выносили тяготы и лишения, связанные с трагическими событиями истории народа в прошлых столетиях, а также в годы двух военных кампаний. Героиня нашей передачи Берсанова Мадина Умаровна, директор средней общеобразовательной школы номер 54 имени Хасана Кааева в городе Грозный. В 1996 году Мадина окончила Чеченский государственный университет, факультет филологии. За ее спиной 35 лет сложной и ответственной работы. Учитывая то, что на эту неделю у нас запланировано родительское собрание с учащимися 11 класса, в котором сидят профильники, то на следующую неделю, во вторник, мы приглашаем родителей из 2-11 класса, из универсального класса. До того, как мы это собрание проводим диагностику, результаты диагностики оглашаем и уведомления они подписывают, чтобы потом не было вопросов. Женщина является хранительницей семейного очага. На нее возложена большая ответственность во всем. Она представляет собой не только материнскую фигуру, но также и душу семьи, является опорой и оплотом для всех членов семьи. Наша съемочная группа побывала в гостях у Мадины. Ей заложены все качества настоящей чеченской женщины. Она гостеприимна, хозяйственна и трудолюбива. Мадина, расскажите про ваш путь становления профессиональной деятельности. И быть учителем, быть педагогом, это считаете призванием? Наша семья жила в Средней Азии. Там, собственно говоря, я и родилась. Нас у родителей 3, старший брат и мы с сестрой. Все мы родились в Средней Азии, семья наша жила там. Все мы учились в одной школе, все мы эту школу оканчивали. Это была Туркмения, и наша семья в Туркмении жила. И вот вообще семья наша прожила в этом месте 33 года. И только в 2003 году мама с сестрой переехали вот сюда уже, в Чеченскую Республику. А я сюда попала в 93 году. Ну вот в 93 году я сюда переехала, вышла замуж. Там у меня появилась своя семья. Брат до этого женился. Мы потихонечку, вот наша семья окончательно сюда переехала в 2003 году. Вот. Ну, в той школе, где я училась, с 1 по 10 класс, это была 10-летка в то время, в той школе, где я училась, я пошла на работу. Начинала я свой педагогический путь просто пионер-вожатой. В то время была такая организация пионерская, и была такая штатная единица. Пионер-вожатая я была. Вот. И по мере того, как я училась здесь, в Грозном университете, где-то приблизительно с 3-го курса мне уже доверили детей в школе. Я взяла впервые свой первый класс. Я начала свою педагогическую деятельность вожатой, и через 3 года я уже стала учителем. Потихоньку начала втягиваться уже в такую в бурную педагогическую деятельность. И вот учителем я стала где-то в 21 год. И с тех пор так и продолжаю работать. Работала учителем
русского языка и литературы всю свою жизнь. Потом какой-то период я была заучем в школе. И с 2012 года, вот 1 июня 2012 года, меня назначили директором средней школы номер 54 города Грозного. Но вот до сих пор я как бы там и служу, там Вы и считаете работаю. это своим призванием? Я считаю, да, что это, видимо, это то, что мне нужно было. Поначалу я так не думала. Мне почему-то хотелось податься в медицину и так далее, но что-то такое произошло, я не знаю. Ну, пошла вот по другому направлению и не пожалела. Другого ничего я делать не умею. Я не знаю, насколько хороший врач из меня получился бы, но учитель вроде вышел неплохой по отзывам родителей и не знаю, но мне так кажется. В школе я делаю то, что мне приносит удовольствие. Особенно, когда бывает хороший результат. Ну, допустим, как в этом году. Я имею в виду прошедший учебный год. Расскажите тогда, а есть ли то, чем вы в действительности гордитесь с вашей профессиональной деятельностью? Это не говорит о том, что мы на этом остановились и дальше уже ничего делать не будем. Мы намечаем какие-то, мы наметили для себя уже какие-то новые пути еще лучшего развития, потому что то, что мы сделали в прошлом году, оно дало свои результаты, но мы поняли, что можно сделать еще что-то более лучше. Департамент образования мэрии города Грозного во главе с Ахматовым Зелимханом Мулаевичем, ну, это суперкоманда, которая просто за то, чтобы ты развивался постоянно. Мало того, что он сам постоянно на каких-то курсах, в каких-то проектах, что-то постоянно кипит. В департаменте постоянно кипит работа. Всегда. Вот там где-то какие-то пилотные проекты, мы там. Где-то что-то происходит, мы там. В общем, вот департамент образования города Грозного, он постоянно в каком-то таком режиме рабочим, который не просто вот работает и медленно набирает обороты. Вот он набрал обороты, и он их не убавляет абсолютно. И тебе хочется в этой команде работать, и хочется ее не подводить, потому что, ну, они супер ребята. Вот те ребята, которые сейчас в этой команде, они просто супер. Они постоянно помогают. Вот если сравнивать то время, когда я была еще молодым педагогом, допустим, когда я только приехала в республику и начала здесь, продолжила после Туркмении здесь свою педагогическую деятельность. Конечно, это небо и земля, все, что сейчас происходит и все, что было тогда. Ну, мрачная картинка ушла. Вот первый президент Чеченской республики, герой России, да, Алгазот Павлович Ахмад Хаш. Он начал, сын продолжил. Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу. Огромное спасибо. Почему? Потому что сравнить невозможно. Просто сравнить. Это не подлежит никакому сравнению. Я бываю в соседних республиках очень часто. Я вижу школы, там, обстановку и так далее. Я могу сравнить. Я могу сравнить, и мне абсолютно не стыдно. И я всегда говорю, так вот, гордость меня прям вот обуревает. Я всегда говорю, вот у нас настолько круто, у нас настолько красиво, у нас такие детские сады красивые, у нас такие школы красивые. Вот наша школа, например, 65-го года. Но когда люди туда заходят, они даже и не подозревают, что это настолько как бы уже не молодая школа. Потому что мы после капремонта, она настолько красивая, светлая, и настолько приятно в ней работать. Почему? Потому что нам сделали капремонт. И я уже даже не могу сказать, когда я в последний раз видела какую-то старую
заброшенную школу, которая с деревянными полами, там еще что-то. Но супер красивые школы. Но очень красивые детские сады. Ну, такие парки кругом, ну, такие новостройки. Ну, все настолько красиво, что мне приятно бывает об этом говорить людям, которые в этой республике не живут. Я с такой гордостью об этом говорю. У меня есть эта возможность это сказать и этим гордиться. И есть возможность, где это сказать. Почему? Потому что в Туркмении я жила среди людей разных национальностей, и мы до сих пор дружим. Мы собираемся, мы встречаемся и так далее. Поэтому у меня бывает возможность этим людям говорить об этом человеку, который живет в этой республике, как бы смысла нет, потому что он все это видит. А вот сказать об этом людям, которые здесь не живут и знают только это понаслышке, они поэтому постоянно просятся в гости. Мы их с удовольствием приглашаем и постоянно делаем экскурсии по республике, по городу и так далее. И вот я вижу, насколько они бывают очарованы этой красотой. А мне настолько бывает приятно им это говорить и это им показывать, что я вот горжусь тем, что я здесь живу, что у нас такой великолепный глава, который практически, кроме своей республики, другим ничем и не живет. Очень мне это приятно. Мадина, скажите, какими качествами должен обладать педагог? Учитель – это человек, у которого от природы должна быть любовь к детям и какое-то самопожертвование, потому что он жертвует своей какой-то личной жизнью, своим свободным временем. Он отдает себя полностью детям и работе. Это, наверное, с этим надо родиться, и это надо очень сильно любить. Насильно заставить работать в школе невозможно. Он может поработать год, он может поработать 2, но он потом обязательно уйдет куда-то. А в школе остаются, наверное, только самые стойкие. И те, которым это не безразлично. Это я так думаю. Трудно ли было, Мадин, совмещать работу и семейный быт? Да? Нелегко. Нелегко. По молодости, например, достаточно было часа 3 поспать, и ты как бы уже бодрячком встал, и все. Но с возрастом тяжело. 3 часов не хватает, потому что ты уже не ахти какой молодой, и как бы немножко физически устаешь. Но тем не менее, я вот, например, сейчас у меня такой график работы. Но утром, когда я уезжаю на работу, вы понимаете, я живу в Ачхой-Мартане, работаю в Грозном. Рано встаю, уезжаю, когда люди только идут на работу, вот тут, а то некоторые еще и только собираются. Я приезжаю на работу, и когда вечером я еду домой, многие уже ворота закрывают. Но после того, как я приехала домой, я должна успеть, что-то приготовить, там что-то убрать и так далее. Мои дети учились там, где я работала, где я вот в то время была просто учителем русского языка и литературы. Я там умудрялась как-то что-то с ними сделать или попросить своих коллег, где они учились у меня в начальном звене, допустим, чтобы они с ними там и уроки сделали, еще что-то. Потому что, когда я приходила домой, мне надо было постирать, убрать, приготовить на завтра кушать и так далее, погладить. И, естественно, я ложилась позже всех. Но мне хватало этих нескольких часов, чтобы выспаться, и потом вот утром собрать своих детей, вместе с собой повезти в школу, потом обратно вместе с ними. А иногда бывало так, что я и позже приходила, они приходили раньше. Как-то самостоятельно выросли, не знаю. Совмещая это все, тем не менее, ваши дети окончили, 2 получили высшее образование. У нас 3 детей, 2 мальчика и девочка. Вот все они получили образование, просто девочка еще только доучивается. Вот она окончила одно учебное заведение в Нальчике, сейчас поступила в КБГУ, продолжает учиться, а мальчики уже все, они уже профессионально работают врачами
Один в данный момент военный врач и находится на СВО, помогает людям. Делает то, что он должен делать, и то, что ему очень сильно нравится. Он всегда был большой молодец. Он сам захотел стать военным Он врачом. сам захотел, да. А второй, он в Москве в данный момент работает травматологом. И с первого курса, когда он поступил, я у него всегда спрашивала: Асхаб, кем ты будешь, когда окончишь? Он всегда говорил: мне нравятся кости, я буду травматологом. И травматологом стал, ординатуру окончил на травматолога. А вот старший сын Эльси, его зовут, вот который сейчас на СВО, он вообще всесторонне развитый мальчик был с детства. Он большой молодец. И иногда мог не спросить и принять решение самостоятельно. У него такой немножко другой характер. И вот это решение, которое сейчас он принял, это тоже было его решение. И мы с отцом, согласились с этим, потому что он взрослый человек, у него 2 детей уже, он имеет неплохой опыт работы как врач. Вы как Что мать, случилось? конечно же, переживаете, Я переживаю. но там есть чем гордиться. Да, есть. Поэтому мы с его папой просто что делаем каждый день? Молимся за него. И все. Больше ничего не остается. Но это его выбор. Пусть помогает людям. Каково это быть чеченской женщиной, чеченской снохой и вообще дочерью чеченского народа? Какая ответственность на чеченской женщине, как на матери, как на дочери, как на сестре? Она же не просто одна идет по жизни. Учитывая то, что я вот родилась и выросла не здесь, это, наверное, кровь. Не, наверное, а точно. Вот гены, это же не вода. Их ничем не разбавишь и ничего с этим не сделаешь. Меня постоянно сюда тянуло. Мне постоянно хотелось сюда приехать. Я так всегда ждала лета, чтобы просто этот месяц, в отпуск мы приезжали сюда с родителями, чтобы этот месяц здесь побыть. И отсюда я всегда уезжала со слезами на глазах. Мне так не хотелось ехать, хотя мой дом был там мы жили и все. И жили неплохо, и все у нас было прекрасно. Мама, папа, в общем, брат, сестра. И, всегда хотелось здесь побыть подольше. И учитывая даже то, что мы жили, нас там было войнахов, не скажу, чтобы совсем мало, но не так и много, не очень-то нас и много было, но тем не менее мы постоянно искали причину, чтобы собраться вместе. Вот войнахские семьи. Чтобы какой-то там, я не знаю, какой-нибудь праздник, а может быть и без причины просто собраться. Мне всегда приятно было слышать речь и так далее. Вот мне это было приятно всегда. И в доме никогда не забывали о том, что мы должны соблюдать какие-то определенные наши войнахские ментальные моменты. Вот этот менталитет, он всегда, как хорошо забитый гвоздь, сидел, присутствовал в нашей семье. Я считаю, что это заслуга мамы. Мама была очень такой строгой мамой. Любящей, но строгой. И всегда, вот каждый день одно и то же. А вот этого нам нельзя, это недопустимо, а вот это некрасиво, а вот это должно быть вот так и так далее. Вот мы никогда не забывали о том, что мы этнически не те люди, которые там живут, да?
Мы всегда знали, что мы вот это войнахская такая, со своими традициями, со своим устоем семья. Маме большое спасибо, конечно, за это. Когда я сюда приехала, я попала в семью, где, ну, в большую семью. Большая, нормальная чеченская семья была. Я думала, что мне будет очень трудно. Но я как-то легко вошла в эту семью. Меня очень хорошо приняли. Ко мне никогда никто не придирался. Все было очень прекрасно, очень хорошо. Но мне кажется, меня выручило вот это мое домашнее воспитание. Твое домашнее воспитание тебе идет или в плюс, или если что-то было упущено в твоей родной семье, то потом, когда ты идешь в новую семью, значит, тебе бывает намного тяжелее. Ну вот у меня было так. А какая ответственность, вы считаете, на чеченской женщине, снохе? Огромная. Огромная. Во-первых, ты никогда не должен забывать о том, что ты сноха, и на тебе прежде всего такая вот ответственность в плане того, что ты должен соблюдать все традиции войнахской семьи в том плане, что ты вот сноха, и тебе чего-то нельзя, что можно, допустим, вот другим членам семьи. Но для нас ведь это норм, да. Правильно? Мы же к этому должны относиться очень с пониманием, потому что не мы эти законы писали, а они веками складывались, значит, это нормально, я считаю так. Поэтому это вполне нормально, если ты раньше встаешь, если ты за кем-то должен это прибрать, убрать и так далее, это сделать, это вполне нормально. Может быть, для других национальностей это что-то нет, но для нашего менталитета это настолько... И мне это так нравится, мне это очень нравится. Я вот с превеликим удовольствием своим друзьям, не чеченцам, рассказываю об этом. Им бывает очень интересно это слушать. Даже элементарно то, что вот, сноха, допустим, не всегда, не со всеми членами семьи может сесть за один стол, да? Для меня вполне нормально, если она стоит в тот момент, когда кто-то кушает. Это не унижение, это не ущемление, это уважение. Ну, если этот кто-то, допустим, свекор или старший девер твой, да, который по возрасту намного старше твоего мужа, почему нет? Если он посчитает нужным тебя посадить с собой за стол, ну, может быть, ты сядешь. А если ты не сядешь, то это, я не знаю, мне это очень нравится. Я, например, с детства всегда знала, что где должен сидеть гость, а где должен находиться хозяин. Где должен сидеть мужчина, где должна сидеть женщина. Это мама нам с детства постоянно это прививала. Это. Я старшей своей снохе сразу объяснила, она настолько нормально это приняла. Это то, может быть, чего нету у других, а есть у нас. Но это уважение. Прежде всего, это уважение. Это не унижение, это уважение. Это важно понять. Это наши вековые традиции и действительности. Наш народ отличается. Очень. Да, очень. Инзари хазылк сунч охасхит. Очень. Мне это очень нравится. Мадин, какую роль играет мать? Вы вот про свою мать сказали, что она основную роль сыграла в вашем воспитании. Какая ответственность на матери? Мне даже кажется больше, чем на отце. Потому что пока отец добытчик, он занимается тем, чтобы прокормить семью, еще что-то, он там может быть вынужден куда-то уехать или еще что-то как-то. Дети остаются с матерью. Мать на ней ответственности больше, чем на отце. Вот чему ты его научишь, вот то из него и вырастет. Но мать это я не могу сказать, что там в семье она главнее. Нет, конечно, главнее отца нет в доме никого.
Но насколько важно ее присутствие в семье как воспитателя, это, мне кажется, даже и отец столько в воспитании ребенка не занимает места, сколько мать, потому что практически полностью, ну, 90% воспитания ребенка на матери. Потому что основное время, и вот это вот объяснять, что хорошо, что плохо, и так далее, и так далее. Да, папа есть папа. Это неоспоримо. Но он на своем главном месте. А у мамы не менее важная работа – это воспитывать ребенка. И вот что ты посеешь, что ты и пожнешь. Но постоянно при этом не забывать говорить, что а вот если отец, не дай бог, узнает там, допустим, да, что-то. Но это такие вот хитрые моменты женские, когда она, даже когда его нету близко, но всегда давать понять ребенку, что вот самый главный человек в семье – это папа, что это самый основной человек в семье. Большая ответственность. Огромная ответственность у чеченской женщины, да, чтобы дети выросли нормальными людьми, чтобы в доме было всегда чисто, уютно, и чтобы дети всегда не забывали о том, что вот этот вайнахский менталитет, это вайнахское воспитание, мне кажется, это больше от мамы, чем от папы. Надя, исходя из своего жизненного уже опыта, что вы можете посоветовать нашим молодым девушкам? Какой совет вы можете дать? Надо уметь подстраиваться под новую семью. Потому что ты должен понимать, что ты новый член семьи, и тебя должны уважать за твое воспитание. Нужно иногда даже уметь промолчать, потому что, опять же, ты вайнахская женщина, и тебе некрасиво там где-то какие-то моменты. Но не всегда молодежь умеет это делать. Амбиций много. Нельзя. Может быть, слишком сильно себя научились любить. Я не против любви к себе, но эгоизм это не есть хорошо. Надо грани знать. И всегда держаться золотой середины. Нельзя себя любить настолько, чтобы ты был в тягость этой семье. Нельзя этого делать. Девочек всегда бывает почему-то жалко. Не знаю почему. Ну, мальчик, он всегда в доме, у себя в родном доме, все, а девочке приходится уходить. И мне девочку жалко бывает. Мне кажется, что она такая немножко ущемленная, потому что все-таки новая семья, ну, бывает ей труднее. Я просто хочу пожелать, во-первых, счастья огромного всем нашим женщинам хочу пожелать, чтобы они никогда из-за своих детей не плакали, чтобы они всегда радовались успехам своих детей, чтобы их дети их заставляли плакать только по хорошим поводам. У меня такое желание. Чтобы девочки наши стали счастливыми мамами. Чтобы в новой семье их всегда ждали хорошие люди, которые их примут в семью свою и сделают любимыми снохами, чтобы они оправдали то доверие, которое на них возложила вот эта новая семья, чтобы они оправдывали это доверие, и чтобы ни одна семья никогда не разрушалась. Я хочу, чтобы это было один раз и навсегда. Каждая чеченская женщина проходит через определенный этап трудностей своей жизни. Но несмотря ни на что, она гордо и достойно проходит этот путь, как настоящая дочь чеченского народа, как жена и как мать.